В детстве нам часто снится, что мы летаем. Проходят годы, и эти сны вдруг оживают, становятся ярче. Но теперь даже во сне мы стараемся как-то прочувствовать этот полет, осознать его. А проснувшись, испытываем какую-то грусть, ностальгию по ни разу еще неизведанному чувству свободного полета. Неудивительно, что в один прекрасный день лета мы оказались в Центральном аэроклубе Республики Башкортостан имени дважды Героя Советского Союза Мусагареева, где занимаются парашютным и дельтапланерным спортом молодые ребята нашего города и республики. В день нашего посещения гостями аэроклуба были ребята военно-патриотического объединения Мишкинского района, которые первый раз шагнули в небо. Что же отличает этих безусых юнцов и молоденьких девушек от их сверстников? Я считаю, что это область такая необычная для деятельности человека, как подводный мир, так вот небо наше. Молодой человек должен иметь, конечно, желание большое. Именно небо для него должно привлекать чем-то его. А после первого прыжка он определяется, он страшно это, не страшно, или это интересно ему или неинтересно. Ну, необычность впечатления, необычность летания вот, на парашюте, конечно, привлекает очень много. У нас актив очень маленький. И качество человека, который он сам видит, что да, он должен быть собранный, координированный, он должен быть дисциплинированный. Вот эти качества, наверное, начинают ему, как говорится, в той необычной обстановке нравиться, в себе воспитывать, и он начинает воспитывать эти качества. Сами же ребята, испытавшие это волнительное и ни с чем не сравнимые чувства, были немногословны. Все интересно, охота прыгать. Красиво на небе, там с неба смотришь, красиво. Следует отметить, что такие полеты обходятся недешево. За один раз самолет съедает 200 литров бензина. Вот если бы нашлись какие-то спонсоры, мечтают руководители аэроклуба. И желательно, конечно, чтобы главным спонсором, опорой стало государство. Мы получили от республиканского бюджета некоторую сумму на данный момент. Но ее очень не хватает, потому что авиация – это очень дорогой вид транспорта и спорта, скажем так, даже спорта, потому что в убыток работать никак невозможно. А вообще у нас же, в принципе, как спортивный уклон идет. То есть везде спорт, спорт, спорт. А вы сами знаете, что спорт, он особой прибыли-то не приносит. Только это сфера, которая требует некоторых вложений, чтобы были результаты. Что же тогда движет этими людьми? Во имя чего изо дня в день, из года в год совершается эта благородная миссия? Я считаю, что лучше молодежи заниматься парашютным спортом или какими-то авиационными видами спорта отдельными, парапланеризмом, вертолетным спортом, чем где-то в подъездах сидеть, о чем-то решать там немыслимом. И если нужен адреналин, вот он, пожалуйста, пусть приедут. Не надо никаких наркотиков и все остальное. Это лично мое мнение такое. И в то же время в нашей стране нужны летчики, парашютисты и просто нормальные, здоровые люди. Это все. Прощаясь с нашими новыми знакомыми, с ребятами, первый раз совершившими свой свободный полет, мы в глубине души завидовали им. И теперь знали точно, мы сюда вернемся. Вернемся, чтобы осуществить свою заветную мечту, которая становится ближе, отчетливее, реальнее. Мечту летать. Thank you.